Всем привет, друзья! С вами турист выходного дня. Я нахожусь на Анзобском перевале. Но это не конечная точка нашего путешествия. Я отправляюсь в красивый и величественный Искандаркуль. Да, турист выходного дня отправляется на величественное и прекрасное озеро Искандаркуль. Но давайте по порядку. Еще находясь в Душанбе, я оплатил тур через мобильное приложение FMFB Mobile первого микрофинансового банка Таджикистана. Это было легко, быстро и безопасно. И уже на следующий день я наслаждался горными красотами Варзобского ущелья и перевала Анзоба по дороге в Искандаркуль. Дорога действительно живописная, и 3 с лишним часа пути пролетели незаметно. Сказочное озеро находится на высоте более 2 километров над уровнем моря. Этот водоем называют сердцем Фанских гор. Но экскурсия начинается не с самого озера, а проходит сначала по устью реки Искандер-Дарьи, которая берет свое начало из озера. Идти придется по узким тропинкам, усыпанными камнями, так что лучше надеть удобную обувь. Путь непростой, но это того стоит. Первая остановка нашей экскурсии по Искандаркулю – это, конечно же, потрясающей красоты водопад – Фанская Ниагара. Здесь, на небольшой смотровой площадке, можно посмотреть на восхитительный водопад, извергающий свои воды с высоты почти 40 метров. Вот она, настоящая сила стихии. Далее путь лежит к еще одному озеру. Друзья, за моей спиной Змеиное озеро – это следующая остановка нашей экскурсии. Но, честно говоря, напоминает даже какую-то маленькую Швейцарию. Но нет, Таджикистан. В отличие от Искандаркуля, это озеро обитаемо. Здесь можно порыбачить и просто насладиться прекрасными видами. Кстати, змей здесь нет. Свое название озеро получило из-за водорослей, которые в нем растут. Поднявшись чуть выше, можно увидеть Искандаркуль с возвышенности и сделать отличные фото и селфи. Добро пожаловать на его величество Искандаркуль. Озеро действительно холодное, в нем купаться практически невозможно, но сюда люди приезжают не чтобы купаться, а чтобы посмотреть и полюбоваться удивительными видами, которые здесь присутствуют. Своим названием озеро обязано известному полководцу Александру Македонскому, по преданиям проходившему здесь со своей многочисленной армией по дороге в Индию. Площадь озера Искандаркуль 3,4 квадратных километра, глубина 72 метра. Визитная карточка водоема – кристально чистая вода в сочетании с величественными горными вершинами. Вода в озере холодная, около 10 градусов, но есть смельчаки, которые бросают себе вызов. Управляйте своими финансами, даже находясь на природе, с помощью мобильного приложения FMFB Mobile первого микрофинансового банка Таджикистана. Установите на мобильный, в App Store и Google Play. Следующей точкой нашего путешествия будет источник Панч-Чашма. Здесь ключи бьют из-под скалы на противоположном конце озера. Вода, струящаяся из этих ключей, очень вкусная, и ей приписывают всевозможные исцеляющие и оздоровительные свойства. Недалеко от источника Панч-Чашма есть еще одна достопримечательность – пещера Александра Македонского. По легенде, в этой пещере укрывался от непогоды полководец. Удивительное и неповторимое озеро Искандаркуль пропитано историями и мифами, ну а также загадками. И, возможно, одну из этих загадок раскроете вы, если приедете сюда. А приехать нужно почему? Здесь потрясающие виды, удивительная природа, и все это находится в Таджикистане, друзья. На этом наше путешествие сегодня подходит к концу. Спасибо, что смотрели это видео. Искандаркуль – жемчужина Фанских гор, волшебное озеро дивной красоты. Побывав на его берегу, понимаешь, что время замирает в его безмятежности, и ты становишься невольным участником легенд этого необыкновенного места.